Эфир нашего телеканала продолжит программу «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. О том, как в этом году пройдет приемная кампания Северо-Восточного федерального университета, узнаем у гостя нашей программы сегодня. Это Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета. Анатолий Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Наверное, давайте начнем беседу с того, в какие сроки в этом году и какие документы нужно подать абитуриентам, чтобы получить шанс на зачисление. Осталось еще несколько дней до начала приема документов в наш университет. Мы стартуем 20 июня, как обычно. И в этом году, конечно, сроки чуть-чуть смещены. Для тех абитуриентов, которые будут сдавать наши внутренние экзамены, мы прием документов будем делать до 15 июля, и потом они до 29 июля будут сдавать экзамены. А для тех абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, прием документов будет до 29 июля. А в целом тоже приказы и так далее тоже будут чуть-чуть сроки тоже смещены, да, и в этом году у нас мы списки именно подавшие заявление будем завершать 2 августа. 4 августа мы принимаем заявление о согласии на зачисление в наш университет. И для тех, кто будут поступать без вступительных испытаний, это стабальники, олимпиадники и категории, которые по особой категории, это сироты и так далее. Да. И приказ выйдет 6 августа. По общему конкурсу мы заявление о согласии будем принимать до 11 августа, и потом до 17 августа мы опять же делаем заседание нашей приемной кампании, да, и выйдет приказ о зачислении по общему конкурсу. Если сравнить с прошлым годом, да, то у нас будет всего один этап зачисления по общему конкурсу. Это очень хочу отметить на этот момент. Да. Тогда, как в прошлом году было 2 этапа. Первый этап, потом можно было выбрать приоритеты, да, и по второму этапу поступить. Но в этом году будет всего один шанс. Поэтому очень убедительно прошу абитуриентов, может быть, родителей, да, чтобы заранее определились, куда же именно поступать. Да, а зачисление будет именно по заявлению, куда абитуриент хочет поступить, и по оригиналам документов. Соответственно, в этом году в начале нашей приемной кампании мы приняли правила приема, то, что и абитуриент сам, и через своих представителей будет подавать документы. Но в связи с тем, что по ситуации по коронавирусу мы оставили всего 3 вида, да, точно так же, как и в прошлом году, это через наш интернет-сервис, это через личный кабинет абитуриента, а потом поступай онлайн-вузы, это федеральный конкурс через МФЦ, да, и через Почту России. 3 момента подачи заявления будет. Конечно же, в этом году, кроме как все документы, которые в прошлом году требовали, да, заявления, результаты ЕГЭ и так далее, да, в этом году мы будем требовать еще и номер СНИЛС, да, номер СНИЛС. Но если СНИЛСа нет, да, то приемная комиссия будет выдавать идентификационный номер свой. Дело в том, что в этом году на основе прошлогоднего приказа по Минобру, да, который вышел в августе 1037 или номер, да, и на основе этого приказа мы будем вывешивать именно списки и обновлять списки подавших заявления по номерам СНИЛС. Не будет там Иванов, Петров, Сидоров, да, у кого сколько баллов, а номер СНИЛС или номер идентификационного кода, который выдается приемная комиссия, да, если СНИЛСа нет, да, и на основе этого абитуриент будет видеть, где же он находится. А с чем такое нововведение в этом году связано? Чтобы более актуально или анонимно знать, кто, где, какой абитуриент. И даже самая приемная комиссия не будет знать, какой абитуриент, у кого сколько баллов. Для того, чтобы не было некоторых моментов, да, мы так и так всегда проверяем, да, что какой-то абитуриент находится выше, ниже, да, но только по списку СНИЛС, если знаете, там можно проследить, где кто стоит. Давайте поговорим о бюджетных и целевых местах, сколько их в этом году и по каким направлениям они выделяются. В этом году в целом, если взять все направления, включая СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура, у нас 4154 мест.
В целом основной контингент будет поступать у нас по специалитету и бакалавриату. Вот на эти направления у нас выделено где-то около 3300 мест, это по головному вузу. Да, а по СПО у нас будет 295 мест, ну и по другим направлениям чуть больше, чуть меньше. А если взять целевые места, да, то в прошлом году у нас было 767 мест, а в этом году целевых мест чуть больше, да, всего 801 место. В целом на очное отделение где-то 700 с чем-то мест, но очень важно в этом плане поработать абитуриентам с работодателями, да, это и госструктуры, и большие компании, да, и организации, с кем они, вот с ними заключают договор о целевом обучении. Да, они с университетом вот бегут, да, приходят к нам, давайте целевое место находить, а это уже работа. Это уже гарантированная работа? Да, гарантированная работа после того, как завершат, да, и у них уже какие-то особые условия будут, да, договор о том, что после завершения обучения в нашем университете они гарантированно пойдут работать именно те или иные компании. Скажите, а из года в год существуют ли какие-то определенные специальности, на которые спрос повышенный, или такой тенденции нет, из года в год это разные какие-то специальности, и ожидания на этот год, на какие специальности ожидает самый высокий конкурс? Ну, из года в год, конечно, очень большой конкурс у нас, обычно это медицинский институт, я об этом несколько раз тоже упоминал, там на все направления медицинского института, да, там иногда тоже обычно, когда я встречаюсь, спрашивают, какой же проходной балл будет, да, на некоторых специальностях даже 220 были нижние границы для того, чтобы поступить на бюджет. Ну, достаточно высокий конкурс. Очень высокий конкурс почти на все направления ИСФИРа. Это регионоведение, на языки, особенно еще на восточные языки бывает. На многие направления финансово-экономического института тоже есть достаточно большой конкурс. Ну и юридический факультет, ну там даже где-то 90 с чем-то баллов, средний балл, да, по 3, иногда можно и не поступить, потому что там бюджетных мест достаточно мало. Ну, было 10, стало где-то 16-17 сейчас. И поэтому вот конкурс достаточно большой. Ну и направления по математике, по некоторым направлениям, например, по информатике и так далее, бывает вот достаточно хороший конкурс. И по некоторым направлениям, по инженерным специальностям, бывает уже конкурс. Скажите, а появятся ли в этом учебном году какие-то новые учебные программы в университете? Ну, учебных программ в этом году где-то около 10 будет, да, и вот на встрече вот с представителями средств массовой информации, да, вот совсем несколько дней назад я встречался в нашем БАТСАДу, и там тоже об этом говорил, да, и, например, на автодорожном факультете у нас появится именно специальность по двойному дипломированию, да, с Халилдянским Восточным университетом, да, это по автотранспорту, ну, строительство, автотранспорт и дороги, да. В этом году еще интересный проект будет именно по коммерческому, там будет только коммерческий набор, у нас тоже двойным дипломом Высшей школы экономики, это по ФИ открывает, да, там экономика и анализ данных, тоже очень интересная специальность будет. Еще одна интересная специальность будет на юридическом факультете, это, по-моему, предпринимательское право, там, ну, очень длинное название было. Ну и по некоторым направлениям ИМИ, тоже близко вот, к анализу больших данных, тогда, ну, примерно вот такие направления. Еще один важный вопрос, который я не могу не задать. Как в этом году будет обстоять ситуация с общежитиями? Какая будет заполняемость корпусов? Будет ли эта заполняемость зависеть от эпидситуации? Как к новому учебному году подойдет университет? Конечно, очень да, актуальный вопрос. Да. У нас всего в общежитии где-то около 6,5 мест. В этом году мы запланировали где-то 1300 мест для первокурсников. Да, и в зависимости от институтов, факультетов, да, где-то больше поступать, где-то меньше, да, где-то больше поступать именно с ВУЗов и так далее. Да, мы просто будет перераспределение, сколько кому место отвести. Да. Но, конечно, в зависимости от эпидситуации, да, вы прекрасно знаете, что у нас 2 общежития переданы под пока больницы. Да, если в случае, если они обратно вернутся, то 1300 мест будет, да, но если, например, ситуация, ну, я очень надеюсь, что они до сентября нам вот эти вот наши корпуса вернут, но если вот будем исходить из того, что пока на данный момент вот этого нет, да, но у нас мест будет чуть-чуть меньше, да, но заселение после поступления сразу подается заявление, да, и, конечно, мы
будем отслеживать, да, и максимально постараемся помочь нашим абитуриентам. И заседание мы где-то планируем начать уже где-то с 25 августа. То есть до 1 сентября они уже придут в наш тот городок. Ну, в зависимости от ситуации мы приоритетно хотим начать обучение в традиционном виде, да, но если будет как в прошлом году, да, опять же начнем с первых курсов, чтобы они уже узнали наши возможности, наши вот, интернет-возможности, да, свои коды, пароли, электронной библиотеки, да, личный кабинет студента и так далее. Да. И только вот таким образом, начав, мы сможем в полной мере обеспечить весь образовательный процесс. Потому что те, кто поступили в первый курс, они еще не знают, каким образом в дистанционном виде, да, мы можем их обучать. Но очень надеемся на то, что мы эпидситуацию победим, да, и начнем нормальный выпуск. Ну и в завершении беседы вопрос, который касается тех студентов, которые обучаются на платной основе. Будет ли в этом году стоимость платного обучения меняться? Мы уже вот на предпоследнем ученом совете тоже приняли решение, да, что мы повышение стоимости в этом году делать точно не будем, да, несмотря на то, что в Российской Федерации многие вузы приняли решение чуть-чуть повысить, да, потому что все-таки ковид принес и финансовую сторону, да, мы, конечно, понесли многие потери, да, но исходя из этой ситуации, мы в прошлом году оставили на уровне 2019 года, да, а в этом году на уровне 2020 года. То есть, получается, мы с 2019 года ни на 1 рубль повышения стоимости обучения не сделали. Ну, на этой отличной новости и завершим наш разговор. Антон Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью», но приемной кампании Северо-Восточного федерального университета в этом году нам рассказал Антон Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.